История Срединной Азии. Сердечно-сосудистая недостаточность и язва двенадцатиперстной кишки причинили Гумилеву много бед, но болезни помогли ему хоть ненадолго освободиться от тяжкого физического труда и получить возможность не только обдумывать научные идеи, но и возобновить работу над историей Срединной Азии, начатую в 1949 году. Рукопись под названием «История Срединной Азии в средние века» 481 страница. У него конфисковали при аресте. Иван Никитич Меркулов, старший следователь по особо важным делам МГБ СССР, не желая захламлять архив непонятными и совершенно бесполезными с его точки зрения бумагами, приказал уничтожить ее путем сожжения. Судя по названию, это был вовсе не черновик будущей монографии Хунну, к средним векам хунны исчезли, а продолжение диссертации о древних тюрках. Скорее всего, Гумилев работал до своего ареста над докторской диссертацией. Осенью 1950-го Гумилев не верил, что вернется когда-либо к науке. Жалко только незаконченных работ, но, по-видимому, они не актуальны, писал он Ахматовой еще с Челябинской пересылки. И все-таки, преданный науке до мозга костей, он так или иначе занимался научными исследованиями и в лагере, насколько позволили ему начальство, здоровье, усталость от каторжного труда. Очевидно, к октябрю-ноябрю 1952-го относится и знаменитый рассказ Гумилева о том, как он получил разрешение заниматься научной работой. В лагере, как известно, категорически запрещалось вести какие-либо записи. Я пошел к начальству и, зная его преобладающее свойство предупреждать и запрещать, сразу запросил по максимуму: можно ли мне писать? Что значит писать? Поморщился оперуполномоченный. Переводить стихи, писать книгу о гуннах. А зачем тебе это? Переспросил он. Чтобы не заниматься разными сплетнями, чтобы чувствовать себя спокойно, занять свое время и не доставлять хлопот ни себе, ни вам. Подозрительно посмотрев на меня, он молвил: подумаю. Спустя несколько дней, вызвав меня, он сказал: гуннов можно, стихи нельзя. С этого времени Гумилев работал над историей Срединной Азии в древности, историей Хунну, заказывал у Ахматовой книги по специальности. Возможно, на выбор предмета исследования повлияла неудача Бернштама. Не случайно же Гумилев в письме к Ахматовой поминал его имя. Задача эта очень сложная, как ты знаешь. Бернштам сломал на этом шею. Гумилев должен был справиться с задачей, которую, как он полагал, провалил проклятый Натаныч. Научные занятия придавали жизни давно потерянный смысл и отвлекали от лагерной реальности. Гумилев жил только ради этих занятий, полностью погружался в материал. Алексею Федоровичу Савченко, своему лагерному другу, он рассказывал, как продуктивно научился использовать время. Вместе с другими зэками Гумилев шел из жилого барака зоны на стройплощадку. Путь не близкий и очень скучный, и время в дороге считается нерабочим, но он уверял, будто идет по дороге с удовольствием. Гражданин-начальник выбрал за меня дорогу. Я иду в колонне, в среднем ряду, кругом одни спины, чего на них смотреть? Идеальное условие сосредоточиться, уйти в свои мысли. 1,5 часа туда, 1,5 обратно. 3 часа для творческих размышлений. Если бы вы знали, сколько интересных мыслей приходит в голову во время этой дороги. Известие о смерти Сталина застало его за работой, и Гумилев просто-напросто отмахнулся. «Идите, скорбите, идите, скорбите». 25 марта 1954 был готов черновой вариант, который Гумилев называет «История Хунну». Помня о судьбе истории Срединной Азии в средние века, Гумилев написал завещание для оперуполномоченного или следователя, где просил в случае его смерти не уничтожать рукопись, а передать ее в Институт востоковедения.
При редакционной правке рукопись может быть напечатана, авторство может быть опущено. Я люблю нашу науку больше, чем собственное тщеславие. Книга эта может восполнить пробел в науке и отчасти залечить раны, нанесенные нашей науке наглостью и бездарностью доктора исторических наук А.Н. Бернштама. Лучшим редактором книги в настоящее время может быть Окладников. В случае, если книга напечатана не будет, разрешаю студентам и аспирантам пользоваться материалом без упоминания моего авторства. Готические соборы строились безымянными мастерами, и я согласен быть безымянным мастером науки. Несколько месяцев спустя в письме к Ахматовой от 2 июня 1954 года Гумилев называл свою работу конспектом диссертации по истории гуннов. Но, продолжая дополнять и переписывать свой труд о хуннах, он вновь принялся за древних тюрков. Позднее рукописи получат название «Древняя история Срединной Азии», другой вариант «Древняя история Центральной Азии в связи с историей отдельных стран» и «История Срединной Азии на рубеже древности и Средневековья». Голода в лагере уже не было. Гумилев мог заказывать друзьям научные книги. Ахматова и Абросов присылали выписки из необходимых ему монографий, искали в справочниках нужные сведения. Ахматовских писем сохранилось немного, но из них видно, что Анна Андреевна по мере возможности помогала сыну в работе. Составила и прислала биографическую справку об Ань-Лушане. Но все-таки Ахматова не занималась востоковедением, а потому иногда вместо необходимых присылала дорогие, но ненужные книги. А сын злился, обижался. Несколько лет он просил достать ему Западную Монголию и Уренхайский край Грунг-Жемайла, даже указывал, что ее можно найти на складе географического общества. Но Ахматова так и не нашла этой книги. Между тем монографию Грунг-Жемайла было не так уж трудно найти. Наталья Варбанец ее легко отыщет и вышлет Гумилеву. Более того, в 1997 году Сергей Лавров обнаружит на складе географического общества не разошедшиеся экземпляры Западной Монголии. Гумилев попытался и дальше использовать Варбанец, заказывал ей выписки из необходимых ему справочников и монографий, но мобилизовать птицу на эту работу не удалось, и Гумилев, убедившись в ее неспособности, точнее в нежелании прореферировать 20 страниц или выписать одну страницу хронологии, отказался от этой затеи. «Ученый-секретарша из тебя не выйдет», — заключил он. С Василием Никифоровичем Абросовым, ихтиологом и лимнологом, озероведом, Гумилев познакомился еще в 40-е годы. Переписываться они начали после того, как Абросов благоразумно покинул опасный Ленинград и поселился в спокойном Торопце, а затем в Великих Луках. В конце 1954 года их переписка возобновилась. Гумилев был убежденным сторонником географического детерминизма и пытался выяснить динамику усыхания и увлажнения степей, чтобы сопоставить ее с историей кочевых народов. Абросов бескорыстно помогал ему, составлял извлечения из необходимых книг и реферативные справки, консультировал своего друга-историка. Именно в письмах к другу Васе Гумилев поднял проблемы, которыми он будет заниматься в 1960-е. В письме от 3 марта 1955 года Гумилев впервые поставил вопрос, как можно использовать данные об изменении уровня, расширении или усыхании Каспия и Арала для восстановления картины климатических колебаний. К этой теме он вернется 10 лет спустя и напишет несколько интересных статей, показав себя специалистом не только в истории, но и в исторической географии. В переписке с Абросовым Гумилев впервые для себя приходит к мысли
о междисциплинарных исследованиях, начинает наводить мост между науками. Ни историк без географа, ни географ без историка не разберутся. Для народов с примитивным уровнем техники колебания ландшафта имеют огромное значение, вся жизнь должна перестраиваться. Отсюда не следует делать вывод о необходимости миграций, они вытекают из совсем других причин. Но подъем и упадок хозяйства, как этногенетический фактор, во внутренней Азии немыслим вне ландшафта. Вот здесь необходимо построить мост между науками, а не удаляться в дебри спекулятивной философии. Заключенному некуда торопиться, если только его жизнь не зависит от нормы выработки на общих работах. Поэтому Гумилев в лагере мог читать переводы китайских летописей, монографии Окладникова и Грум-Гржемайла, делать необходимые выписки, глубоко погружаться в материал. Уже тогда Гумилев смог оценить преимущество такого чтения. Удивительно даже, как много можно сделать в науке, если сосредоточить внимание на 2-3 летописях. А то мы разбрасываемся по библиографии, много хватаем, но мало удерживаем. А год спустя, после лагеря, Гумилев будет благодарить Эмму за бесценную помощь. Вы не можете себе даже представить, насколько моя благодарность к вам выросла за это время. И вот за что. Книги. Ведь если бы вы мне их не посылали, мне бы надо было сейчас их доставать и читать. А когда? В июле 1955 года, благодаря хлопотам Эммы Герштейн, о судьбе Гумилева узнал Николай Иосифович Конрад, тогда член-корреспондент Академии наук СССР. Спустя 3 года он станет академиком. Всемирная история. Гумилева внимание Конрада необычайно взволновало. Я стал счастлив. Николай Иосифович — это такой человек, перед коем мне незазорно и на пузо лечь. Это титан востоковедения, и его мнение о моих работах такая награда, что лучше и быть не может. Гумилев немало не преувеличил. Конрад, известный синолог и еще более известный японист, и в самом деле был крупнейшим ученым. Мало того, он был еще и прекрасным человеком, красивым духовно и физически, отзывчивым и честнейшим. Арон Гуревич напишет о нем позднее. «Белая ворона среди сановных старцев Академии». Конрад прежде не знаком был с Гумилевым, но заинтересовался судьбой ученого, который даже в лагере продолжал заниматься наукой. Очень порадовал меня отзыв о моих работах Николая Иосифовича Конрада. Значит, Конрад прочитал диссертацию Гумилева и, возможно, статью о статуэтках из Туюк-Мазара. Лагерную рукопись тот еще не успел переслать на волю. Видимо, Конрад оценил сочинение Гумилева высоко, потому что решил привлечь его ни много ни мало к работе над академической всемирной историей. Всемирная история — грандиозный обобщающий труд, которым много лет занимались десятки советских ученых. Только над 1/3 томом, который Конрад редактировал вместе с Черепниным, Петрушевским и Сидоровой, работали 5 академических институтов. Сам Николай Иосифович написал для этого тома 7 глав, посвященных истории Тибета, Монголии, Китая, Кореи и Японии в раннем Средневековье. Гумилев еще не получал столь ответственной работы для такого престижного издания, а потому откликнулся с величайшей готовностью. Всеобщая история — это дело для меня, так сказать, по моему профилю. Постарайтесь, пожалуйста, довести до него следующее. Я написал здесь работу «Древняя история Центральной Азии в связи с историей отдельных стран». Охвачена почти вся Азия, кроме Переднего Востока, Индии, Индокитая и Японии. Доведена она до X века нашей эры. Работа не совсем закончена, так как у меня не хватило иностранной литературы,
Но я знаю, прибавка ее не изменит ничего в принципе, а только даст уточнение. Уже написано около 20 печатных листов и составлено несколько исторических карт. Качество работы выше, чем диссертация, так как я писал не торопясь, по нескольку раз переписывал, да и сам за это время не поглупел, а поумнел. Для всеобщей истории этот текст придется не дополнять, а сокращать, и тут не 2 главы, а целый раздел. Мало этого. Эпоха Чингисхана еще не была научно описана. Там есть большие сложности, о которых я знаю и знаю, как найти выход. Специально я сумею его выполнить. Увлеченный новой задачей и ободренный вниманием Конрада, Гумилев с новыми силами принимается за работу. Нехватку материала пытается компенсировать более глубоким изучением того, что есть под рукой, переводов Бичурина, монографий Грум-Горжемайла и так далее. «Мне очень хочется, чтобы мой труд не пропал для науки», — пишет он Эмме. Занятия прерываются в сентябре, когда Гумилева отправляют собирать опилки из-под электропилы. Но он все-таки завершает работу над рукописью и в октябре 1955-го отправляет Эмме посылку с прочитанными и уже обработанными им книгами. Среди книг Гумилев прячет 30 самодельных тетрадей. Это и была рукопись древней истории Срединной Азии, переписанная кем-то из лагерных друзей Гумилева. Эмму он попросил перепечатать рукопись в 4 экземплярах, будто она была его женой или личным секретарем, и показать текст Конраду. Его оценки ждал с нетерпением. Кроме того, эту рукопись он надеялся защитить в качестве докторской диссертации. В этом же письме Гумилев завещает в случае его смерти передать рукопись в Академию наук и присвоить ему посмертно докторскую степень. Искреннее служение науке всегда соединялось у Гумилева с тщеславием. Герштейн, впрочем, сочла рукопись незаконченной, и Гумилев с ней неожиданно согласился. Что касается диссертации, то вам, конечно, виднее, нужно ли ее отдавать на рецензию или преждевременно. Эмма, однако, сдержала свое обещание. Она перепечатала рукопись на машинке, вложила листы в 4 красивые черные папки и принесла их Конраду. Николай Иосифович с нежностью подержал их в руках, будто взвешивал каждую. Сам Конрад был арестован еще в 1938 году, провел год на Шпалерной и получил 5 лет ИТЛ за шпионаж в пользу Японии. Несколько месяцев будущий академик провел на лесоповале в одном из пунктов Краслага, потом попал в Шарашку, где переводил с китайского и японского, и лишь в сентябре 1941-го приговор по его делу был отменен, и Конрада выпустили на свободу. В Шарашке Конрад переводил и комментировал классические китайские военные трактаты Сунь-цзы и У-цзы. В судьбе Гумилева Конрад мог увидеть повторение собственной. Академическая всемирная история в 10 огромных, по 1000 страниц большого формата томах известна не только профессиональным историкам. Эти фолианты в толстых темно-зеленых переплетах когда-то стояли в читальных залах всех приличных библиотек. Но среди авторов всемирной истории имени Льва Гумилева нет. Неясно, то ли Николай Иосифович Конрад не был доволен работой Гумилева, в самом деле неоконченной, или его отпугнули трудности работы с автором, который все еще находился в лагере, или вмешались какие-то неведомые нам обстоятельства, но поработать для всемирной истории Гумилеву так и не пришлось. Мне представляется, что причина в концептуальном несогласии 2 ученых. Дело в том, что в 3-м томе всемирной истории история кочевников Центральной Азии, хуннов, сяньби, табасцев, жужаней, тюрков была всего лишь приложением к истории Китая. Хотя исторический материализм отрицает гегелевское деление народов на исторические и неисторические,
но многие историки этого деления придерживались негласно. Вот и в главах, подготовленных Конрадом, кочевым народам Центральной Азии было посвящено лишь несколько страниц. На лютне струна. Последние весенние месяцы своей лагерной жизни Гумилев посвятил избранным сочинениям Сыма Цяня, выпущенным Гослитиздатом в самом начале 1956 года. Сыма Цянь поглотил все мое внимание. И надолго, писал Гумилев Эмме Герштейн. Гумилева раздражали только слабый, как ему казалось, комментарий и предисловие синолога Думана. Эта книга очень умная, и быстро ее читать нельзя. Сила Сыма Цяня в том, что он мыслит диалектически и в каждом факте видит две стороны. К сожалению, Думан этому искусству не обучен. Предисловие написано примитивно. В сочинениях Сыма Цяня Гумилев нашел мысли, необходимые для будущей теории этногенеза. Китайский ученый повлиял на него больше, чем Шпенглер или Ницше. Сыма Цяня Гумилев называл гением. Ни одного европейского мыслителя он не ставил так высоко. Из письма Льва Гумилева к Анне Ахматовой. «Утешаюсь Сыма Цянем. Вот умница». 13 апреля 1956 года. Читаю Сыма Цяня в 3-й раз с неослабевающим восторгом. 17 апреля 1956. В XX веке почти все историки верили в прогресс, в линейное развитие человечества, от простого к сложному, от мрака невежества к царству разума, от рабства древнего мира, от ужасов темного средневековья к счастливому и прекрасному миру современности, царству просвещенного обывателя. И даже такие достижения современной цивилизации, как нацизм и ГУЛАГ, не могли поколебать религии прогресса. И ведь ученые XIX века в большинстве своем думали именно так же. Современные историки не открыли здесь ничего нового, разве что ветхие слова сменили на современные, модные: архаика, модернизация, проект модерна. По Гумилеву в истории народов нет прогресса, но есть движение, изменение, которое оставляет следы не только на страницах летописей и хроник, но и в живой природе. Антропогенные ландшафты, истребленные виды животных и растений, руины древних городов. Вся этническая история как будто состоит из переплетения цветных нитей, концы которых заходят друг за друга. Заря Эллады, когда базилевсы с дружинами разоряли Трою, XII век до нашей эры, по времени совпало с закатом Египта и началом упадка могущества Ассирийского царства и Вавилонии. Так при агонии Золотой Византии, XIII век нашей эры, возносились знамена франкских рыцарей и бунчуки монгольских богатырей. А когда изнемогал от внутреннего кризиса средневековый Китай, XVII век, тут же поднялся трон маньчжурского Богда-хана, вокруг которого объединилась Восточная Азия. Этническая история требует иного ощущения времени, и Гумилев найдет его именно у Сыма Цяня. Путь 3 царств кончился и снова начался. На самом деле Гумилев познакомился с таким взглядом на время на 19 лет раньше, в 1937 году, когда перевел стихотворение китайской принцессы Да-И из династии Чэнь, VI век нашей эры. «Предшествует слава и почесть беде, ведь мира законы трава на воде. Во времени блеска величия умрут, сравняются, сгладившись, башня и пруд. Пусть ныне богатство и роскошь у нас, недолог всегда безмятежности час. Не век опьяняет нас чаша вина, звенит и смолкает на лютне струна». Подстрочник Гумилев нашел в переводах
китайских хроник, сделанных в первой половине XIX века русским востоковедом Бичуриным и иеромонахом Иокинфом. В 1956-м, читая Сыма Цяня, Гумилев должен был припомнить свой перевод того древнекитайского стихотворения. Гумилев покинет лагерь 11 мая 1956 года, через 2 с небольшим месяца после исторического доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС. Это будет его последний срок заключения. Варлам Шаламов был убежден, что лагерь может принести человеку только зло. Солженицын написал «Спасибо тебе, тюрьма». Гумилев привез из лагеря черновики 2 будущих книг. Одна из них скоро станет его диссертацией. Его лагерные размышления и наблюдения трудно переоценить. Алексей Савченко утверждал, будто бы уже в лагере Гумилев обдумал, обсудил, пропустил сквозь сито критических высказываний все основные идеи своего будущего трактата «Этногенез и биосфера Земли». Поверить в это невозможно, потому что трактат изобилует сведениями, которые Гумилев мог почерпнуть лишь позднее, уже в 60-е годы. Но в словах лагерного друга есть своя правда. Гумилев успел многое обдумать именно в лагере, а в лагерных спорах отточил свое красноречие. Позднее говорил, что на воле, в университете, например, ему не так часто приходилось вступать в научные дискуссии. Многие профессиональные ученые почему-то не любили говорить о науке, а в лагере спорили часами. Гумилев, разумеется, почти всегда выходил победителем и довольно потирал руки. Вот и этот херр-профессор не смог возразить по существу. Наконец, в лагере он приобрел друзей, таких как востоковед Михаил Федорович Хван, будущий известный экономист и политический обозреватель Лев Александрович Вознесенский или норильский друг Николай Александрович Козырев, талантливый и чрезвычайно оригинальный астрофизик. Не зря Гумилев писал Ахматовой, что в лагере собралось избранное общество. Этнографический заповедник. Солженицын писал, что до лагерей не придавал значения национальным различиям и думал, будто наций вообще нет, а есть единое человечество. Но 8 лет заключения навсегда изменили его взгляды. Советские лагеря никогда не были моноэтничны. Теодор Шумовский вспоминает, что в Белбалтлаге, где они с Гумилевым сидели в декабре 1938, январе 1939, было много азербайджанцев. Шумовского они уважали, потому что он охотно разговаривал на их языке и даже без очереди пропустили к врачу, когда его больного с высокой температурой притащил в медпункт Лев Гумилев. После Второй мировой войны ГУЛАГ был многонационален, как никогда. Здесь просто этнографический заповедник, писал Гумилев Ахматовой в июне 1954-го. Это было время ссылки народов, время массовых посадок литовских и украинских националистов. Редкими вкраплениями служили иностранцы, на свою беду оказавшиеся в СССР. В Камышлаге сидел настоящий британский коммунист Джордж Герберт Ханна, русские называли его Георгием Вильямовичем, голубоглазый блондин с тяжелой челюстью. Алексей Савченко вспоминает, что этот англичанин часто сидел на бревнах, попыхивая своей трубочкой, чем очень напоминал рыбака со старинной голландской или английской картины. Встречались и другие европейцы. Гумилев писал Ахматовой, как он прочитал одному венгру целую лекцию о происхождении венгерского народа. Лекцию он читал по-французски же беседовал и с другими венграми и немцами, хотя вообще-то европейцев не жаловал. «Общение с европейцами — лучшее лекарство от космополитизма», писал он матери, которая вряд ли бы с ним согласилась. Самой многочисленной нацией в Камышлаге были украинцы, главным образом националисты-бандеровцы, но Гумилев их почти не упоминает, видимо, они были ему вовсе не интересны. Намного охотнее он общался с восточными народами,
таджиками, персами, узбеками и даже китайцами. В китайцев я влюбился. Будь хоть на 20 лет я свежее, я бы занялся китайским языком. Сейчас приходится ограничиться изучением китайской истории и культуры через переводчика. Много лет спустя в своем автонекрологе Гумилев напишет о китайцах несколько иначе. Китайцы требовали безусловного уважения своей культуры, но за интерес к ней платили доброжелательностью. При этом они были так убеждены в своей правоте и своем интеллектуальном превосходстве, что не принимали спора даже на научную тему. Этим они были похожи на немцев и англичан. Сравнением с нелюбимыми немцами и англичанами Гумилев намеренно принижает китайцев, да и сам тон здесь скорее недоброжелательный. Дивиться нечему. Автонекролог написан Гумилевым уже в конце жизни. С лагерных времен прошло много лет. Гумилев напечатал несколько монографий, где китайцы представали извечными противниками храбрых и благородных хуннов, тюрков и монголов, а Поднебесное — государством-монстром, давно бы поглотившим человечество, если бы не героическое сопротивление степных кочевников, в китайской терминологии северных варваров. Но сами китайцы Гумилеву, очевидно, очень понравились, общение с ними пробудило его интерес к китайской культуре. После освобождения Маньчжурии советскими войсками в августе 1945-го китайцев в советских лагерях встречалось немало. Обычно их брали как американских шпионов или пособников русских белоэмигрантов. Встречались китайцы, знающие русский язык. В феврале 1954-го Гумилев писал Ахматовой, что прослушал курс древней истории и философии Китая от ученого-китайца. А Савченко рассказывает о молодом китайце из Харбина по имени Чен Чжу, с которым Гумилев беседовал по много часов. Китаец помогал ему толковать трудные места из русских переводов китайских манускриптов и разъяснял значение встречавшихся иероглифов, работа, которая под силу только ученому человеку. Возможно, Чен Чжу и был тем самым ученым-китайцем из письма к Ахматовой. По-русски он говорил свободно, спешить было некуда. В СССР его приговорили к 20 годам лагерей за шпионаж, а ученые занятия с Гумилевым помогали коротать время. Еще из лекций Николая Васильевича Кюнера Гумилев мог узнать кое-что о классической китайской литературе. Теперь настало время с ней познакомиться. На Воле как раз стали появляться русские переводы китайских романов, и Гумилев заказывал их матери. Я ждал, что в посылке из-под слоя сала вылезет второй том Троецарствия, но жду его теперь ко дню моего рождения. Среди собеседников Гумилева были таджики и персы. Гумилев рассказывал о знакомстве с персидским коммунистом, а Савченко — о дружбе Гумилева с иранским юношей, которого арестовали еще во время Тегеранской конференции по подозрению все в том же шпионаже. В беседах с этим тихим, скромным и красивым персом он практиковался в персидском, вместе они читали стихи великих персидских поэтов. Восстановить хронологию этих ученых занятий сейчас трудно, ведь беседовать по-персидски Гумилев мог не только с этим юношей или иранским коммунистом, но и с таджиками, которых в лагере было немало. По крайней мере, еще 2 февраля 1951-го Гумилев писал Ахматовой из Песчан-Лага, что занялся персидским языком и значительно успел, но занятия прервались, так как его отправили на общие работы. В марте он попросит Ахматову прислать хрестоматию на персидском языке. 12 июня 1954-го в письме к Ахматовой заметит, что здорово насобачился в персидском. «Занимаюсь историей и персидским языком в полное напряжение», писал Гумилев Эмме Герштейн в августе 1955-го. Интерес к персидскому языку был не вполне бескорыстным. Гумилев еще во время работы над кандидатской диссертацией перевел большой фрагмент из Шахнаме. В лагере он решил вернуться к работе переводчика и попросил Эмму Герштейн прислать ему поэму «Фердоуси» на языке оригинала. Все это принесет в случае моего возвращения плоды и фрукты. Увы, Эмма его разочаровала. Еще в 1955 году вышло русское издание «Шахнаме»,
в переводе Семена Липкина. Гумилев негодовал. Возмутительная халтура. Переводчик не знает а. языка, б. истории, в. русского стихосложения, но обладает, видимо, наглостью и блатом. Ничего похожего на гениальное произведение великого автора. Если бы Фердоуси писал так, как Липкин, его бы никто не читал и не знал. Но персидский Гумилев знал и прежде, теперь же только совершенствовался, а вот с тюркскими языками было намного труднее. Он пытался учиться у носителей языка, благо органы сажали немало узбеков и татар, но особого прогресса не было. К тому же среди лагерных мусульман, как тюркского, так и таджикского происхождения, было очень мало людей образованных. «Мусульман тоже много», — писал он матери, — «но это народ неинтересный, хотя, конечно, симпатичнее европейцев». Но в Камышлаге нашлись и образованные. Среди них был ученый-помирец, прошедший обучение у исмаилитского пира, старца. Звали его Алифбек Хишалов. Он принадлежал к этносу шугнанцев. Ко времени знакомства с Гумилевым ему исполнилось уже 44 года, и помимо исмаилитского образования он получил и советское, окончил Сталинобадский пединститут. Алифбек пересказывал Гумилеву содержание древних рукописей. Одну из них Гумилев отыщет уже на воле, а беседы с ученым-шугнанцем помогут Гумилеву написать 2 статьи для Вестника древней истории, одного из самых престижных академических журналов. От буддийского ламы, еще одного своего собеседника, Гумилев услышит легенду о Шамбале, которой он позднее найдет вполне материалистическое объяснение. По воспоминаниям Савченко, Гумилев относился к ламе с величайшим почтением, заваривал ему чай покрепче, с полупоклоном приносил кружку и произносил какое-то приветствие на тибетском языке. Правда, тибетского он не знал, но приветствию выучился у самого ламы, который немного говорил по-русски. После ухода ламы Гумилев приговаривал: «Ну скажите, пожалуйста, когда я, живя в Ленинграде, смог бы встретиться и поговорить за чашкой чая с настоящим буддийским монахом из самой Лхасы?» Впрочем, сам Гумилев писал позднее, что лама был не тибетцем, а корейцем. Самым колоритным собеседником Гумилева был настоящий эвенкийский шаман, который будто бы посвящал его в тайны своего ремесла, рассказывал о злых и добрых духах. Иногда шаман выскакивал в проход между нарами и начинал подпрыгивать то на обеих ногах, то на одной, что-то выкрикивать, временами повизгивать, вертя над головой крышку от посылочного ящика, заменявшего ему бубен. При этом Лев Гумилев не спускал с шамана глаз, напрягался и подавался вперед, мысленно повторяя телодвижение шамана. Прочая публика в такие минуты бросала свои дела и с любопытством наблюдала за происходящим. Гумилев шутил, будто собирается освоить новую профессию на случай, если его отправят в сибирскую ссылку. Тогда пойдет он с бубном по стойбищам зарабатывать кусок медвежатины. Шутка была рассчитана на людей, с шаманом не общавшихся, ведь от него Гумилев наверняка узнал, что шаманом становится не по доброй воле. Наконец, Гумилев упоминает еще об одном своем лагерном учителе, грузинском еврее, раввине и математике, который открыл ему философский смысл Каббалы. Там же, в лагере, Гумилев познакомился с еврейским поэтом Матвеем Грубияном. Его стихи он будет переводить уже на воле. Видимо, в лагере они, если не дружили, то поддерживали хорошие отношения. В лагере же Гумилев неожиданно стал жертвой еврейского погрома. Дело было еще в кемеровский, междуреченский период истории Камышлага, значит, между сентябрем 1951 и июнем 1953. Судя по хорошей спортивной форме, которую показал в этом деле Гумилев, еще до его инвалидности, значит, до осени 1952. Погром, к счастью, организовали не многочисленные и хорошо организованные бандеровцы, а уголовники, попавшие в особлаг по Грозному 8 пункту 58 статьи «Террор».
Эту статью им давали за вооруженное сопротивление милиции. Однажды несколько урок достали у вольно-наемных шоферов водку. Савченко предполагает, что алкоголь пробудил только былые эмоции и двигательные навыки уголовников, а лозунг «Бей жидов» подкинул им кто-то из политических. Как бы там ни было, своей мишенью они избрали служащих зэков из строительной конторы, где работал в то время и Гумилев. В конторе был и настоящий еврей, Ефим Маркович Пинкус, который, заслышав хорошо знакомый лозунг, успел спрятаться за шкаф. Но Гумилев из-за своей интеллигентной внешности и картавости, распространенной у российских евреев, оказался вполне подходящей заменой настоящему еврею. Кроме Гумилева, удар уголовников приняли белорусский профессор-славист Матусевич и бывший есаул кубанского казачьего войска Федоров, сражавшийся с большевиками еще под знаменами Деникина и Врангеля. Уж его-то даже с пьяну трудно было принять за еврея. В конторе погромщикам дали отпор, а Лев сошелся в драке с воровским паханом Кальченко, из которого, по словам свидетеля этого сражения, можно было бы слепить по меньшей мере 2 Гумилевых. К тому же пахан был вооружен топором. Но страшен был в гневе и Гумилев. Лев Николаевич в атаке. Он подпрыгивает, глаза его побелели, губы искривлены от ярости, рот ощерился зубами, обе руки подняты кверху, и согнутые пальцы с порядочными ногтями нацелены в лицо, а может быть и в глаза Кальченко. К счастью для будущего отечественной науки, их успели разнять. Не зря товарищи, полушутя, спрашивали его: «Не из воровской ли малины вы сюда прибыли, Лев Николаевич?» А он отвечал: «Кличка Фраер ко мне никак не подходит, я на 3/4 блатной». Кое-какие лагерные черты Гумилев сохранял и после освобождения. Эмма Герштейн вспоминает интересную реплику Ахматовой, когда Лина Самойловна, вдова литературоведа Рудакова, начала торговать автографами Николая Гумилева, Анна Андреевна сказала мечтательно и угрожающе: «Я нашлю на нее Леву, он с ней поговорит по-своему. Он сделает из нее свиное отбивное». Почтовый роман. Не получив ответа от птицы, Гумилев попытался хоть что-то о ней узнать. «Как вела себя птица?» — спрашивает он Анну Ахматову. «Жива ли она и просто забыла о моем существовании? Или, может быть, умерла или замуж вышла?» — пишет он в другом письме. Ко всем его несчастьям присоединилась неизвестность и невозможность выяснить, что же происходит в Ленинграде. Осталось поверить в худшее. Птица его забыла. Ну, а Мумма? Что же? Мумма — женщина, непостоянство имя ей. Разлученная судьбою с благородным Атта-троллем, не скончалась Мумма с горя и в уныние не впала. Нет, жила она как прежде, так же весело плясала. Генрих Гейне, Атта-тролль, перевод Николая Гумилева. Между тем у Натальи Варбанец повода для веселья не было. 16 ноября 1949 года арестовали Льва Гордона. Чуть раньше сотрудника отдела рукописей, историка и источниковеда Даниила Натановича Альшица. Никто не чувствовал себя в безопасности. О том, что происходило в библиотеке, в Ленинграде, в стране, говорили шепотом, не доверяли телефону, часто обменивались условными знаками. Из воспоминаний Козыревой. Птица пришла с работы, погасила свет, подошла к окну и закурила. Я смотрела на нее, не понимая. Она отошла от окна, опять зажгла свет и сказала: «Это для Владимира Сергеевича. Знак, что у нас дома все в порядке». Опасность грозила и Люблинскому. Примечание. До 1949 года карьера Владимира Сергеевича Люблинского складывалась успешно.
было 2 ареста в 1927 и 1928, но с короткими сроками заключения — 16 и 37 дней. Ему, выходцу из буржуазной семьи, можно сказать, повезло. Талантливый юноша, недавний гимназист, он в 1918 году начинает трудовую жизнь простым рабочим на предприятии, до революции принадлежавшем его отцу. Но уже в 1919-м Люблинский студент исторического отделения факультета общественных наук Петроградского университета. После окончания преподает историю в школе. В 1922 году поступает на службу в публичную библиотеку по рекомендации знаменитого петербургского медиевиста Добиаш Рождественской. Люблинскому не приходилось кривить душой. Он был просветителем по призванию, к тому же хорошим организатором. По его предложению при библиотеке создали экскурсионное бюро. Люблинский его возглавил и часто сам проводил экскурсии по библиотеке, знакомил посетителей с фондами, с редкими книгами, а главное, учил нового советского читателя пользоваться каталогом, искать нужную книгу. С этой же целью издали подготовленный Люблинским спутник читателя и посетителя библиотеки. Доработанный им в 1947-48 годах в сотрудничестве с Варбанец, каталог «Античные авторы в изданиях XV века» при его жизни не будет напечатан. После ухода из библиотеки Люблинский зарабатывал переводами, преподавал. С 1957 и до конца жизни он был директором лаборатории консервации и реставрации документов при Академии наук СССР, специалистом международного класса. Конец примечания. В отделе редкой книги он собрал единомышленников, специалистов, владеющих европейскими языками. Люблинский подбирал сотрудников по профессиональным качествам, не обращая внимания на анкету. В 1949 году его обвинили в потере бдительности, и компромата нашли более чем достаточно. У старшего библиотекаря Варбанец отец выслан из Ленинграда. У главного библиотекаря Быковой 2 двоюродных брата с 1917 года живут в Париже. К тому же она в 1913 году побывала в Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии. Преступлениям Гордона не было никакого оправдания. Плен, лагерь, жизнь за границей. Даже факт рождения в 1901 году в Париже и проведенное там детство ему поставили в вину. Люблинского не арестовали, просто вынудили уволиться по собственному желанию. В публичную библиотеку он уже не вернется. Наталью Варбанец не уволили. В личном листке лаконичная, без комментариев запись: 26 января 1950 года переведена в отдел каталогизации. Для Варбанец перевод был унизительным изгнанием. Сослали на скотный двор. В отдел редкой книги она вернется только в ноябре 1953 года. Почему же Варбанец не ответила Гумилеву, не поддержала его, даже не попыталась как-то с ним связаться? Боялась? Наверное. Она писала в дневнике об окаянном ужасе, который тогда испытывала. В то же самое время она не оставила в беде Марьяну Гордон, от которой после ареста отца отворачивались знакомые. Варбанец даже вызывали в большой дом и требовали объяснений, почему у нее живет дочь врага народа. «Что же, мне ее на улицу выкинуть?» — передает ответ Наталье Козырева. Никто бы не осудил Наталью, откажи она от дома Марьяне. Та давно выросла, в год ареста отца Марьяне исполнился 21 год. Но Наталья по-прежнему терпела бытовые неудобства и делила с Марьяной свою скромную зарплату библиотекаря. У той была всего лишь символическая стипендия из художественного училища. Главное в другом. Первое, совершенно отчаянное письмо Гумилева почему-то показалось Варбанец нестерпимо фальшивым. Она даже подумала, что 2 года загубила зря. Впрочем, эти неожиданные, как будто необъяснимые признания
не исчерпывают ее отношение к Гумилеву. Его имя появляется в дневнике птицы не раз. Как-то раз она пришла к Ахматовой, Анна Андреевна собиралась в Москву, выгребла из шкафа вещи, в том числе и вещи Льва. После этого в дневнике Варбанец появилась запись. Словно он прошел по Шереметьевской своей комнате, ступая тяжелыми своими ботинками, согнувшись, с чашками в руках, и ногой открыл дверь, и профиль его, обрисованный там на стене, и захотелось обратно в те годы. Воспоминания обострили чувство вины. Во мне вдруг появилась нестерпимая, жгучая потребность ему написать. Не тоска по нем, не любовь, а другое, не знаю, как это назвать. Может быть, жажда искупления. Поздней осенью 1954 года Наталье написал Василий Абросов и попросил найти в Ленинграде очень нужную Льву монографию Грум-Горжемайла «Западная Монголия и Уренхайский край». Она отыскала книгу и отправила Гумилеву в лагерь. С этого началась их переписка. Даже поверив, что птица ему изменила, Гумилев не мог ее забыть. Пришлось прибегнуть к старому проверенному средству. Если невозможно забыть, то надо постараться возненавидеть. Теперь он пишет о ней грубо и зло. Из письма Льва Гумилева Анне Ахматовой 20 июля 1952 года. Что касается Натальи Васильевны, то незачем ей мой адрес на 3-й год разлуки, и если она появится, то, вспомнив меня, бери полено и гони ее из дому. Ему кажется, что лекарство подействовало. О птице я забыл и думать, пишет он Ахматовой 30 сентября 1952 года. Но если пишет, что забыл, значит, все-таки помнит еще. Имя Варбанец мелькает в его письмах к Ахматовой и в 1953 и в 1954 годах. Весточка от птицы стала для Гумилева полной неожиданностью и привела в смятение. Первые, конца декабря 1954 и начала января 1955 ответные письма Гумилева холодноваты и недоверчивы. Он требует объяснений, почему Наталья не простилась с ним по-человечески, не прислала хотя бы короткой прощальной записки. В это же время Лев пишет нервное, отчаянное письмо Василию Абросову. Он растерян и просит совета. Можно ли птицу простить? Не унизит ли его примирение? Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 23 декабря 1954 года. Вначале я хотел не отвечать, но понял две вещи. Первое, что я эту сучку люблю, и второе, что вычеркнуть лучшее из моих романов — ампутация очень серьезная. Если ее надо сделать, я сделаю. Но надо ли? Можно ли помириться? Не унизит ли это мое достоинство? Слова в скобках зачеркнуты, и вместо них вписано «она, блядь, и бесполезна». Зачеркивание, исправление свидетельствуют о душевном волнении. Обычно даже в лагерных письмах почерк Гумилева четок и разборчив. Печальный комизм ситуации. Мудрый змей просит совета у своего наивного ученика. Вася из самых добрых побуждений птицу оправдал, а Гумилев рад был обмануться. Он не поверил письму Наталье, из которого ясно, что она по-прежнему против взаимных обязательств. Эта дуреха прислала письмо с такими идиотскими объяснениями, что он чуть было не ответил ей грубо и непоправимо. Но он поверил Васе. Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 18 января 1955 года. «Ты не можешь себе представить, как я тебе благодарен за твою диссертацию о птице. Присваиваю тебе Анорис Кауза степень магистра орнитологических наук. Теперь мне все стало понятно, и я успокоился. Теперь, когда Лев простил птицу, прошлое живо встало перед глазами. Оказалось, что он ничего не забыл.
Он постоянно думает о птице. Она снится ему по ночам. Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец. Я стал очень впечатлителен и как будто ловлю радиоволны от тебя. 6 октября 1955. Я тебя чувствую рядом, но никогда не бурно, а всегда ласково-спокойно. 3 ноября 1955 года. Почтовый роман с красавицей льстит его мужскому самолюбию. От тебя все мои друзья в восторге и мне завидуют, глядя на карточку. 29 июня 1955. Счастье на какое-то время вытеснило подозрение и ревность. Забыв все обиды, он шлет ей счастливые и восторженные письма. Ты 40 000 раз права в своей логике и ни в чем передо мной не виновата. 6 марта 1955. Временами 40-летний, многоопытный, битый жизнью Гумилев напоминает юного наивного шевалье де Грие. «Я одобряю все, что ты сделала. Какое у меня право допытываться причин твоего поведения? Я буду слишком счастлив, если возлюбленная Манон не лишит меня нежности своего сердца». Аббат Прево, Манон Леско. Между тем эйфория длится недолго. Очень скоро Гумилев возвращается к прежним надеждам создать семью. Уже в одном из первых писем сожалеет, что они с птицей не поженились, тогда она могла бы его навестить в лагере. Плохо же он знал Наталью Васильевну, а может быть, настолько идеализировал. Еще больше печалит Гумилева, что у них с Натальей не было детей. О, отрадное свидание! Он детей нашел в берлоге, где воспитывал их с Муммой, 4 сынков, 2 дочек. 2 девицы белокуры, точно пасторские дочки, рыжие мальчики, но младший, корноухий, тот брюнет. Генрих Гейне, Атта Тролль, перевод Николая Гумилева. Понимая, что родительские чувства ему вряд ли посчастливится испытать, Гумилев в письмах с нежностью называет Марьяну доченькой. Скорее всего, по этой причине, а не потому, что в 1948-м стал ее крестным отцом. Когда в начале 1956 года возобновилась переписка с братом, Арестом Высоцким, Гумилев искренне и бурно радуется появлению новых родственников. Из письма Льва Гумилева Аресту Высоцкому. «Еще раз благодарю тебя за портреты моих племянников и прошу написать об них поподробнее. У меня инстинкт отцовства без применения и, видимо, перейдет на инстинкт дядьства. У Коли я обнаружил сходство с тобой, а Лара очаровала всю зону». 17 апреля 1956 года. «Ты отец хреновый. Ничего не пишешь о моих племяннике и племяннице. Мне приходится удовлетворяться физиогномикой. Коля показался мне развитым выше возраста, так ли, и умным. Ну, это, надеюсь, так. Лара очаровательна, уже кокетничает и ловко. Я в нее уже влюблен. Вот ее первая победа. 3 апреля 1956 года. Гумилев возвращается к начавшемуся еще на воле спору, пытается показать Наталье преимущество традиционного брака. Я по зрелом размышлении стал уважать домострой. 14 января 1955. Идеал домостроя возник у Гумилева не в 1955 и даже не в 1947, когда он встретил женщину, которую сразу решил назвать женой. Он складывался постепенно, с детства, и память хранила его, как хранят на дне сундуков дорогие, но до поры до времени ненужные вещи. С детства перед ним был пример семейной жизни родителей. Из записных книжек Анны Ахматовой. Скоро после рождения Левы мы с Николаем Степановичем Гумилевым молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга. Маленький Лева тяжело переживал разлад между родителями. В зрелые годы
Лев Николаевич объяснял не только семейные беды, но и шире духовный кризис русской художественной интеллигенции разрывом с патриархальной традицией. Серебряный век и был намеренно атеистичен, то есть жил без заветов отцов. Серебряный век оболгали, и им восхитились по неведению. Это ведь была жизнь, мука. Ту же свободу в интимных отношениях предлагала Варбанец, а Гумилев категорически отвергал: то, что ты считаешь нормой — ад. 27 октября 1955. Половины или 1/3 тебя я не хочу. Пусть лучше тогда ничего не будет. 6 марта 1955. Идеалом для Гумилева всегда была семейная жизнь его деда Степана Яковлевича и бабушки Анны Ивановны. Он не застал слепневской идиллии, но хорошо представлял ее по рассказам. Чернова, внучатая племянница Гумилевой, вспоминала, как удивилась та ее желанию после гимназии продолжать образование. Зачем? Будь как все барышни. Гумилев считал разумным традиционное распределение ролей в семье. Муж служит, обеспечивает семью, как его дед. Жена — хозяйка дома, как его бабушка. По этому образу он хотел бы построить и свою семью. Хочу, чтобы ты меньше работала, а лучше совсем не работала. Тебе надлежит шить или рисовать и читать романы. 25 февраля 1955. Конечно, он вынужден был сделать поправку на 20 век и характер Натальи. Без библиотеки не обойтись. Надо работать на полставки, а в остальное время быть дома и командовать домработницей. 12 декабря 1955. Варбанец называла все это лагерным больным мечтательством. Так ли это? Птица-домохозяйка, конечно, фантазия, приятный Гумилеву мираж, но его обещания обеспечить жену вовсе не были беспочвенными мечтами. Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец. «Я нужен Академии наук». 8 октября 1955. После защиты можно претендовать на квартиру. Восток сейчас потребен. 12 декабря 1955. Гумилев знал, что власть хорошо оплачивает труд лояльной ей научной элиты. Из дневника Корнея Чуковского. У Евгения Тарля в его огромной ленинградской квартире лабиринты, много прислуги, вид на Петропавловскую крепость, много книг, 3 рабочих кабинета, пишет историю нашествий. Пригласил меня обедать, прислал за мной машину. Гумилев не бывал в квартире Тарля, но не раз приходил к академику Струве. Льву Николаевичу нужна определенность. Ему хочется приблизить будущее хотя бы в мечтах. Меня дожидается невеста, к которой я приду домой, и вещи положу, и сам сяду. Но Гумилев явно торопит события, чем вызывает сопротивление Варбанец. Опять легнула брачную проблему. Наталья Васильевна, возможно, уже пожалела, что возобновила переписку. Она совершенно определенно отказывается что-либо обещать, а жить предлагает на разных квартирах. Но все ее объяснения и уверения, как горох об стену, с раздражением замечает она в дневнике. В своем отношении к традиционному браку Варбанец, безусловно, была еретичкой, и Гумилев напрасно пытался обратить ее в свою веру. Сохранилось 2 письма Варбанец Гумилеву. Фрагменты других можно реконструировать по письмам Льва Николаевича. Тон писем Варбанец снисходительный, покровительственный. Она позволяет себя любить, а за собой оставляет право поучать, причем свысока. В ее письмах очень много обидных для Гумилева слов. Из письма Натальи Варбанец Льву Гумилеву от 29 сентября 1955 года. «О, Ишак! Это ты, Люль! Стоит тебе заболеть, и ты неизменно обижен и дуешься на маму, на меня.
Я просто деру твои длинные уши. В настоящее время мое дело забавлять тебя письмами и прочищать мозги. Из письма от 2 мая 1956 года. Львы заслуживают шлепки по тощим задам. Особенно задело Гумилева слово «измимозился». Письма Натальи Варбанец оставляют чувство неприятного недоумения. Любовь к изящным искусствам может уживаться с бессердечием, нравственной глухотой. Такое случается. Но Варбанец даже чувство слова изменяет. Писать больному человеку в лагерь «измимозился», «дуешься» и «шаг» — нравственный садизм. Она не понимала этого или сознательно подбирала слова побольней. А может быть, нет здесь загадки и нет противоречия? Случай Натальи Варбанец, если судить по ее дневнику, это случай Дориана Грея. Неизящная, некрасивая оболочка вызывала у Варбанец, как у героя Оскара Уайльда, неприязнь, отвращение. По этой причине она не разглядела в лучшем друге Гумилева, неуклюжем провинциальном Васе Абросове, чистую душу и природный талант ученого. Несколько раз в письмах Гумилев просит Птицу не быть грубой с Васей, когда тот приедет в город. Значит, она раньше уже бывала грубой с Васей. Птице был неприятен неухоженный внешний вид Гумилева. В дневнике она упоминает его штаны с махрами и тяжелые ботинки. Не пожалела его по-женски, не скрасила холостяцкий быт, а брезгливо отвернулась. Смесь лагерного жаргона с Блоком в первом письме Гумилева вызвала у нее отвращение. Но мог ли он тогда думать о красоте слога? Козырева вспоминала, что после ареста отца и Гумилева как-то сказала Птица: «Когда они вернутся, вот будет счастье». Птица ответила: «Из приюта компрочикосов красавцами не возвращаются». Вот и опять она подумала о красоте, прежде всего о красоте. «Только бы живыми вернулись», — сказала бы нормальная женщина. Долгое время Льва и Птицу связывал общий уровень культуры. Они легко перебрасывались литературными цитатами и французскими фразами, но постепенно и эта связь стала слабеть. Пока Варбанец с Люблинским ходили в Эрмитаж и филармонию, Гумилев в лагере смотрел незатейливые советские кинокомедии, и они ему очень нравились. Однажды Гумилев попросил Варбанец прислать ему легкий французский роман с любовью и приключениями. Не покупать, а просто взять с полки, какой не жалко. Наталья прислала ему Тиля Уллиншпигеля. Со стороны кажется, что она просто издевалась над бывшим любовником. Вместо развлекательного романа инквизиция, испанские сапоги, пытка водой, сожжение на быстром огне, сожжение на медленном огне. Это, конечно, должно было очень развлечь и ободрить узника ГУЛАГа. Для сравнения не могу не упомянуть, что Татьяна Крюкова, верный и добрый друг Гумилева, тоже прислала ему книгу. Но это были посмертные записки Пиквикского клуба. Они и в самом деле врачуют душу. Правда, Гумилеву роман Диккенса не понравился, он и дочитывать не стал. Чем дольше длится переписка, тем больше взаимных обид и упреков. В одном из первых писем Гумилев спрашивал Птицу о ее новом замужестве. Зарегистрирован ли брак? Для него это было важно. Брак Варбанец с Глебом Русецким, сотрудником библиотеки, зарегистрирован не был и длился недолго, но имя Глеба в письмах Гумилева к Варбанец упоминается часто. Сначала с оговорками, никакой ревности, он просто интересуется ее жизнью. Затем Гумилев уже не может удержаться от ядовитых замечаний. «Как ты при описанном тобой квартирном кризисе устраивалась с Глебом? Ведь не по-братски, а?» Гумилев требует от Птицы подробностей, уточняет, жили ли они в одной квартире или он был муж приходящий. Как это все происходило?
Наконец он открыто ревнует, попрекает: для Глеба нашлось у тебя и место, и забота, и всепрощение. И уже спустя долгое время спрашивает: а все-таки ты кончил отношения с Глебом? Гумилев часто просит Варбанец писать ему о приятном, не поучать, не прорабатывать. Я больше не могу завоевывать тебя. В феврале 1956-го иллюзии как будто покидают Гумилева. Он понимает, что птица не хочет семейной жизни, по крайней мере, семейной жизни с ним. Я отдал ей время и силы, которые таким образом уходили на ветер. И я остался у разбитого корыта, и даже сейчас, когда положение изменилось, и она опять вспорхнула перед моим удивленным взором, по сути, все так же. Она ничего не хочет даже обещать, писал он Василию Абросову. К весне 1956-го любовь и ревность сменяются усталостью. Слово «мумма» исчезает из его писем. Остаются в лучшем случае «птица» или «милая Винья». Последний лагерный месяц он ей не пишет. Омский лагерь Гумилев покидал с уверенностью: отношения с птицей окончены. Все, решение принято. Но в Ленинграде он как будто позабыл о своем решении. Гумилева ждали еще 2 месяца болезненных объяснений, хотя у него появились и другие женщины. Но разорвать с птицей сразу, решительно, бесповоротно он не смог. Из письма Льва Гумилева к Василию Абросову от 29 июня 1956 года. С птицей меня связывают непонятные волшебные чары, и я не могу от нее оторваться. В июле 1956-го они все-таки расстались. Произошел, по словам Гумилева, полный расплев с птицей. Подробности расставания не сохранились. Быть может, к счастью, не сохранились. Еще раз они встретятся случайно в 1969 году на трамвайной остановке. Лев Николаевич тогда совершил некрасивый поступок, которым почему-то очень гордился и с удовольствием рассказывал о нем своим друзьям. Один из них, Василий Абросов, пересказал историю в письме к Гелиану Прохорову. Дело было так. Наталья Васильевна, увидев Гумилева, зашла в трамвай с другой площадки. Она хотела избежать встречи. Но Лев Николаевич прошел по вагону к ней и, встав неподалеку, начал читать своим замечательным голосом фрагмент из «Руслана и Людмилы». Варбанец вытерпела пытку, не повернувшись и не сказав ни слова, но выпорхнула быстро из трамвая. Пассажиры ему заметили: «За что вы ее так отделали? Она ведь не такая безобразная». Очевидно, Гумилев прочитал вот этот отрывок. Старушка дряхлая, седая, глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина! Наина, где твоя краса? Скажи, ужели небеса тебя так страшно изменили? Гумилев искренне недоумевал, когда друзья порицали его. Он был убежден, что действовал правильно. Вы все хотите, чтобы я страдал и не давал сдачи? Ахматова поступила с Варбанец, своей несостоявшейся невесткой, намного страшнее. Несколько лет спустя, после расставания с Гумилевым, птица узнала от мужа Марьяны, Алексея Козырева, о клевете, которую распространяла Ахматова. Анна Андреевна рассказывала и Льву, и Алексею, и своим приближенным дамам, будто бы она узнала из высоких источников, даже из документов, что Варбанец была вызвана по делу Льва и на него клепала. Вот поэтому-то она, Ахматова, и вынуждена была птице отказать от дома. Ахматова намекала сыну на неблаговидную роль, будто бы сыгранную птицей, когда тот еще сидел в лагере. Гумилев тогда, кажется, не обратил на эти намеки внимания, но позднее поверил матери. В разговоре с Марьяной он, видимо, обвинил птицу, за что тут же получил от Марьяны пощечину. Однако слух продолжал жить, и бедная птица была уверена, что ее имя навеки будет покрыто позором.
Из дневника Натальи Варбанец. Конечно, после разрыва ей очень хотелось утешить Льва и удовлетворить его и свое самолюбие, но зачем клевета? Зачем эти выдуманные документы? Это их благородная месть мне. Как силен удар, нанесенный мне Анной. Аннина измышление, а уж она-то знала цену клеветы, останется навеки вечное прикрепленным к моему имени. Кто ради меня станет рыть архивы, чтобы доказать, что этого никогда не было? Но суд истории, как ни странно, оказался справедливым. Версия Ахматовой не подкреплена ни одним источником, ни одним хоть сколько-нибудь убедительным доказательством. Доброе имя Варбанец восстановлено. А как же быть с клеветой? Возможно, Варбанец права, и Ахматова просто отомстила библиотекарша, которая посмела пренебречь вниманием ее сына. Но гораздо вероятнее другая версия, которой держатся составители сборника писем. И зачем нужно было столько лгать? Татьяна Позднякова и Марина Козырева. У людей, проживших много лет под угрозой доноса, ареста, тюрьмы, со временем формировалась шпиономания. Вспомним слова Надежды Яковлевны Мандельштам: «Толпа гостей, из которых половина подослана». Шпиономания Ахматовой и Гумилева бросалась в глаза, особенно в поздние годы. Вероятнее всего, Варбанец стала ее нечаянной жертвой. Своему учителю Наталья Варбанец осталась верна. Она составила и подготовила к печати сборник избранных статей Люблинского. В 70-е Варбанец продолжал работать над каталогом «Античные авторы в изданиях XV века». Последний вариант, более 900 страниц машинописного текста, после ее смерти считали утраченным, и только незадолго до 150-летнего юбилея отдела редкой книги, когда решение об издании каталога наконец было принято, он легко нашелся у Козырева, наследника Варбанец, как будто ждал своего часа. Наталья Варбанец до последних лет жизни работала в отделе редкой книги. Вершина ее карьеры — должность главного библиотекаря. В 1972 она защитила кандидатскую диссертацию. Люблинский не дожил до защиты, но черновой вариант диссертации успел увидеть и помог своей ученице последними советами. Через 8 лет после защиты в издательстве «Книга» вышла ее единственная монография «Йохан Гутенберг и начало книгопечатания в Европе». Это небольшая, изящно оформленная книжка на мелованной бумаге, украшенная многочисленными иллюстрациями. Судя по этой монографии, Варбанец и в самом деле стала очень эрудированным и квалифицированным медиевистом. Но литературного дара Наталья Васильевна была лишена. Книга изобилует интересными фактами, Гумилев бы из них конфетку сделал, но Варбанец пишет строго, сухо, академично. Впрочем, даже самое сухое научное исследование в какой-то степени становится зеркалом души. Интересно, что добрая половина первой главы «Фантастический мир Средневековья. Книга и социальная борьба феодальной эпохи» посвящена средневековым ересям. Гутенберга Варбанец тоже считает еретиком, по-видимому, немецким гусситом, а самое главное — средневековым просветителем. В XV веке просветители не отрицали христианскую идеологию, а росли изнутри ее. Как будто в образе Гутенберга проступает портрет другого мужчины, единственно дорогого Наталье Васильевне учителя. Его миссия добрых дел была молчаливой — служить просвещению христианского человечества. Впрочем, в ее историческом портрете Йоханна Гутенберга можно разглядеть и черты самой Варбанец, ведь даже самый строгий ученый, случается, неосознанно передает герою книги кое-что от себя. Монашествующий в миру, Гутенберг не имел ни жены, ни детей, всю жизнь посвятив работе. Не так ли и сама Варбанец? Кабинет Фауста был для нее привлекательнее семейного очага. Тем удивительнее, что ее, опытнейшего и профессионального научного работника, уволили в 1982 году по сокращению штатов. Между тем, до сих пор Варбанец помнят в отделе редкой книги.
Немногочисленным посетителям показывают рабочее место Натальи Васильевны в кабинете Фауста, стол и огромное старинное кресло. Сейчас кабинет Фауста находится за железной, вечно запертой дверью на первом этаже главного здания Российской национальной библиотеки. Старинные книги как будто хранят воздух осени Средневековья, который Варбанец любила, наверное, больше всего на свете.